Уважаемые коллеги, добрый день. Меня слышно? Да, слышно. Слышно. Ага, спасибо. Значит, позвольте мне прежде всего, конечно, вас поздравить с праздником, Днем родных языков, который состоялся вчера. А в рамках декады празднования Дня родного языка у нас сегодня традиционная научно-практическая конференция региональная, которую мы проводим в этот день, как правило, ежегодно. Значит, конференция традиционно у нас посвящена актуальным проблемам изучения языков коренных народов республики. Сегодня она у нас называется «Языковое наследие коренных народов Якутии в историко-культурном измерении» и посвящена еще столетию образования Якутской АСР, которое будет праздноваться в апреле буквально текущего года. У нас по программе конференции, значит, как бы пленарная часть, а с часу начинаются секционные занятия. Но в рамках пленарного заседания у нас, значит, запланированы были 2 доклада, а дальше идут уже презентации наших достижений. Я думаю, что будет интересно, потому что на самом деле мы с некоторыми проектами сегодня знакомимся впервые. Пока позвольте мне предложить вам свой доклад, не доклад, но информацию, которая будет называться так: «Языки коренных народов Якутии. Современное состояние и перспективы изучения в институте». Пожалуйста, включите презентацию. Значит, у нас традиционно в институте работают 2 структурных подразделения, в которых ведется изучение языков коренных народов Якутии. Это отдел якутского языка и отдел северной филологии. Вот я тут представила количественный и качественный состав специалистов 2 структурных подразделений, которые имеют место быть сегодня, значит, в основном по качественному составу сотрудников. Значит, в отделе якутского языка, как вы видите, первый столбец. Докторов наук на сегодня 4, в отделе северной филологии 2, в общей сложности в наших структурных подразделениях получается 6 докторов. Да? А в целом по филологическим структурным подразделениям с учетом и отдела якутского языка и литературы у нас 9. Кандидатов наук в отделе якутского языка 18, в отделе северной филологии 14, в общей сложности 32 кандидата наук, в степени в общей сложности 5. Всего научных сотрудников у нас, вот видите, в отделе якутского языка 26, северной филологии 17, в общей сложности, значит, 43. Ага. Значит, у нас есть также вспомогательный состав в рамках 2 структурных подразделений: старших лаборантов 2 и лаборантов 7 в общей сложности. Всего сотрудников, значит, в отделе якутского языка 32, в отделе северной филологии на сегодня 20, в общей сложности в наших 2 структурных подразделениях 52. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот мы завершили в 2020 году 2 крупных проекта, в которых принимали участие, как я уже говорила, 52 человека. Это якутский язык синхронии и диахронии под руководством Надежды Ивановны Даниловой и лексикология и лексикография языков коренных малочисленных народов Севера, этнокультурный аспект под руководством Тамары Егоровны Андреевой. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот важнейшие результаты прошлых лет в рамках госзадания с 2017 по 2020 год. У нас, значит, толковый словарь мы в 2018 году завершили. Кроме того, у нас, значит, завершен цикл работ, предпринятый группой диалектологов, завершенный Спиридоном Алексеевичем
Ивановым, значит, в виде вот двух частей диалектологического словаря и 3 монографий, обобщающих описание особенностей 4 диалектных зон якутского языка, которые подготовил и издал Спиридон Алексеевич. Вот последняя монография «Образование диалектной системы якутского языка», завершающая работа, ну, с глобальными выводами о том, значит, как формировалась и какие исторические истоки монография вот по образованию диалектной системы вышла ровно в 2021 году. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, вот в рамках разных мероприятий научных, в том числе и, значит, конференций разного уровня международных, всероссийских, лингвистами института подготовлены 3 сборника материалов этих конференций, и грамматисты, якутоведы подготовили, значит, из серии монографий, коллективных монографий по функционально-семантическим категориям якутского языка, которые вот они разрабатывали в рамках госзадания, 2 монографии, и в 2020 году у нас вышла еще монография по личным именам в этнокультурном аспекте нашего коллеги Егора Ривольевича Николаева. Ну, как, значит, монография на основе его кандидатской диссертации. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, в 2004 году, когда еще Институт проблем малочисленных народов Севера существовал самостоятельно, была учреждена серия «Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера». В этом году, значит, в рамках этой серии вышел наш юкагирско-русский словарь наших коллег, и серия в этом году удостоилась премии в рамках конкурса «Ключевое слово» же называется, «Ключевое слово» Федерального агентства по делам народов по номинации «Лучший издательский проект». В серии 43 издания. Причем не только лингвистические, но и публикация материалов, скажем так, литературного и фольклорного наследия. Пожалуйста, следующий слайд. В 2021 году, значит, мы утвердили еще... Слышно меня, да? Мы утвердили новые проекты. Якутский язык, систематизация единиц разного уровня для формального представления лингвистических данных под руководством Надежды Ивановны Даниловой. И второй проект «Вербальные традиции коренных малочисленных народов Севера. Документирование, описание, систематизация» под руководством Александра Николаевича Варламова. Ну, и проект по якутскому языку ориентирован в основном на систематизацию формализованных лингвистических данных, лексических и грамматических для заполнения содержания национального корпуса якутского языка. Я так полагаю, что на самом деле на сегодня у нас одна из основных задач – это цифровизация лингвистического языкового наследия всех языков для того, чтобы создать какую-то серьезную фундаментальную платформу для сохранения языков. А второй проект у нас, значит, посвящен документированию и всестороннему описанию самобытных языков и устных традиций, описание лексического и грамматического строя, диалектных особенностей, языковой ситуации, составление различных типов словарей, фиксация и систематизация данных. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и в 2021 году, несмотря на то, что это был у нас поисковый период, у нас есть, ну, скажем так, довольно приличное количество публикаций, в том числе, значит, вышло 4 монографии. Кроме того, значит,
индексируемых в базе ВОЗ, значит, 11, в Scopus 3 в общей сложности, в периодических изданиях перечня ВАК у нас вышло 50, и публикации издания, индексируемые в РИНС, значит, 45. Всего у нас сколько? 109 публикаций, но я должна сказать, что на самом деле вот количество публикаций ВОЗ и Scopus оставляет желать лучшего. Но с учетом того, что этот год у нас был поисковый, это вот допустимо. Следующий слайд, пожалуйста. Вот у нас буквально на днях мы получили монографию Сарданы Ивановны Шариной и Алексея Алексеевича Бурыкина «Венский язык, фонетика, графика, орфография и морфология». Кроме того, значит, вышла монография Кирилла Намсараевича Стручкова «Русские заимствования в венкийском языке» и вот югогирско-русский словарь Паны Егоровны и Александры Егоровны Прокопьевых, который сегодня у нас будет в рамках пленарного заседания презентован. Ну и, как я уже говорила, 4-е издание – это вот монография Спиридона Алексеевича Иванова, посмертная, по образованию диалектной системы якутского языка. Пожалуйста, следующий слайд. Ну вот у нас на самом деле как-то очень слабо представлена грантовая работа. Практически вот один грант в рамках, просто как участие в рамках гранта Калмыцкого университета «Монгольский и тюркский языки» от Алтайского единства до сегодняшнего времени. Это практически единственный грант, который мы получили, я так понимаю. Вот в настоящее время на самом деле. До этого были гранты, а вот на 2021 год у нас как-то ситуация такая слабенькая. На что необходимо обратить внимание. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что касается аспирантуры, то есть это отдельный вопрос, подготовка кадров. Ситуация у нас печальная. Я специально данные привела, начиная с 2017 года и по 2021, потому что в 2017 году у нас было 15 человек в аспирантуре, но в связи с реорганизацией, скажем так, в связи с реорганизацией, с присоединением института к Федеральному исследовательскому центру «Якутский научный центр» и со сложностью, с вопросом аккредитации и так далее, кроме того, с учетом наших показателей, то есть практически начиная с 2017 года у нас было считанное количество защит защит соискателей, подготовленных через нашу аспирантуру. И с учетом этого вот последние несколько лет нам места в аспирантуру ни по одной специальности, ни по филологическим, ни по историческим наукам не были выделены, поэтому на сегодняшний день у нас аспирантов всего 4, и то 3 из них находятся в академическом отпуске, на очном отделении пока только действующий аспирант 1. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот защита кандидатских диссертаций тоже за последние 5 лет. Если вы обратите внимание, то на самом деле, значит, у нас защита состоялась только в 2018 году и вот в 2021 по 2 аспиранта, которые прошли нашу аспирантуру. Значит, это аспирант Надежды Ивановны Даниловой и Егор Ивольевич Николаев, который защитился в 2018 году, и Алевтина Афанасьевна Скрябина, это аспирантка Егора Иннокентьевича Конечникова, которая защитилась в 2021 году. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот какие задачи у нас
перспективные на сегодняшний день стоят. Как я уже говорила, однозначно проблема с подготовкой кадров у нас имеет место быть. Но я думаю, что с учетом вот этих показателей, что у нас все-таки какие-то защиты проводятся, я думаю, возможно, в этом году мы уже, ну, то есть в этом году, но на 23-й год мы уже получим какие-то места. Это раз, но нам надо, значит, необходимо обратить внимание на подготовку докторского корпуса. В этом году у нас состоялась одна защита. Это для нас большое достижение Нины Иннокентьевны Ивановой. Но, значит, потенциал у нас на самом деле есть. Людей, которые могли бы выйти на защиту докторских диссертаций, у нас достаточно, но надо, видимо, просто ускорить темпы подготовки рукописей диссертаций, ну и с публикациями, конечно. Теперь, значит, понятно, что в качестве перспективных задач по изучению языков коренных народов у нас сейчас это составление словарей различного типа по всем языкам, представленным у нас в институте. Кроме того, вот мы считаем, что по якутскому языку специально взяли тему госзаданий для того, чтобы подготовить базу для создания национального корпуса якутского языка. Ну, как скажем, утверждают эти авторитетные исследователи, если в течение ближайших там 5-6 лет языки не будут созданы национальные корпуса по нашим языкам, и они не попадут, скажем, в интернет, в информационное пространство, то по большому счету о сохранении языков на дальнейшую перспективу вопрос может быть снят. Так, ну и что касается, значит, остальных проблем, это, кроме словарей, еще разработка академических грамматик для языков коренных малочисленных народов Севера, значит, юкагирскому, эвенскому и венкийскому языкам. Для якутского языка вот серия работ по функциональной грамматике должна быть завершена. Значит, уже рукопись подготовлена, она должна пойти, значит, в печать. Кроме того, вот словари уже в рамках якутской лексикологии у нас готовятся, они тоже должны вот в рамках плановой темы к 23-24 годам быть завершены и изданы. Однотомный толковый словарь, который готовили толковисты, значит, практически уже завершен, сейчас проходит редакцию и на будущий год наверняка будут издаваться. Что касается монгольско-русско-якутского словаря, то он обещает быть очень хорошей основой для дальнейших сравнительно-исторических исследований тюркских и монгольских языков. Мы очень на это рассчитываем. Он тоже сейчас в активной работе, и к 23-24 годам мы рассчитываем его завершить. Ну и дальше, значит, основная задача, как, значит, вклад в научное и социокультурное развитие общества – это создание научных основ сохранения и развития исчезающих языков коренных малочисленных народов Севера, сохранение устного наследия, ну и дальнейшая кодификация, нормализация якутского языка. Ну, я не стала говорить о том, сколько мы конференций провели. На самом деле у нас традиционно в течение года проводится очень много конференций, и участие весьма активное. И я уже говорила, что мы в последнее время очень активно в электронной версии издаем массу сборников. Практически по каждой конференции издаются сборники материалов конференции. Кроме того, наши сотрудники очень активно сотрудничают с различными, скажем, вузами, которые находятся на территории города Якутска. Это Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт искусств и культуры, да? Ага. Культуры и искусств. Вот, практически очень многие преподают в вузах. Кроме того, практически каждый второй
принимают участие в работе государственных экзаменационных и аттестационных комиссий. Это очень похвально. Кроме того, наши сотрудники привлекаются к экспертной работе, и это тоже очень большой вклад в дело, в сотрудничество и взаимодействие с властными и органами власти, так будем говорить. Ну, в общем, в принципе, за исключением отдельных аспектов деятельности у нас работа, я бы сказала, кипит, есть чем гордиться, поэтому я всех, значит, поздравляю еще раз с теми достижениями, которые у нас есть на сегодняшний день. И желаю успехов, не терять темпа, несмотря на то, что вот 2 года пандемических у нас случились, и мы работали в не совсем таком, значит, обычном режиме, дистанционно, но тем не менее вот к концу, скажем, 2-го года практически все уже в этом режиме хорошо адаптировались, мы уже и все праздники проводим в таком режиме, и достижения у нас, значит, мы не сбавили темпа работы по достижениям, у нас есть, значит, хорошие результаты, успешные, резонансные. Поэтому я вас всех еще раз поздравляю с праздником и желаю вам дальнейших успехов, и чтобы вам в ваших делах сопутствовала удача. Спасибо за внимание.